с вами находимся в мастерской Якутского колледжа технологии и дизайна. И сегодня специально для наших подписчиков и читателей мы подготовили интересный мастер-класс по изготовлению якутского хомуса. Мастер-класс проведет почетный работник воспитания и просвещения Российской Федерации, народный мастер России и Якутии, председатель Союза кузнецов Республики Саха-Якутия Роман Готовцев Мындыр Ус. Вот мы мастерской колледжа технологии и дизайна начинаем делать заготовку хомуса. Вот мои ученики, которые взрослые эти, они как заочники учатся, где-то 5 месяцев учатся и начинают делать хомус. Вот учим, заготовку делаем. Это проволока восьмерка. Восьмерки проволоки корпус делаем. Она идеально круглая должна быть. Короче, в середине должен быть язычок, поэтому круг должен быть идеальный. Вот сейчас повторно будем, и заднюю часть прямо должен ударить. Это мои начинающие студенты, которые будут обучаться где-то полгода. Внешнее дело не всем поддается, это надо желание первым делом, а потом долго, упорно надо заниматься. Сразу молотком на горячее железо тоже не получится, поэтому много раз делать надо. У кого желание большое, они все равно портят, потом делают, портят, делают, так что долго. Bu хомус күйрін таптайлар. Вот на этот корпус будет прикрепляться язычок, так что это должен быть ровный. Потом на станке подправим, а под конец, когда все кончится, будем полировать, и она будет блестящая. Марина. Все. Пока все. Это я все кому-то делаю. Это надо тут все тонкости надо, чтобы точно делать. Поэтому аккуратно надо тут делать. Ни один хомус одинаковый все равно не будет, потому что это работа ручная, так что мы не можем тут мерить микронами. Так что с какой-то стороны все равно похоже и будет звук, но точно, по-моему, не получится. Ну, какой хомус делаешь, низкий или высокий хомус, надо от язычка зависит все равно. Насколько она толстая, будет долго играть или высокую тональность будет давать. Это уже зависит от мастера. Вот язычок сейчас маленько уберу, чтобы она не слишком крепкая была, чтобы по зубам, чтобы нагрузку не давал. Так что кому какой хомус делаешь, это надо заранее знать. Так что индивидуально хомус делать, это всегда хорошо. Когда приходите, заказывают, это тогда удобно. А просто такой хомус делать, это не всем подойдет хомус. Тут надо везде метку делать надо, и чтобы она точно делать. Но как ни старайся, она слишком точно все равно не будет, потому что это тонкая работа. Это на язычке такую метку делаю, потому что потом буду крепить железо сюда, притесниться, и больше не будет язычок шататься. Намертво будет держать.
Поэтому такую метку все равно надо. Мастера все примерно так делают, но у каждого мастера свои там секреты, как ему удобно. Все по-разному делают, чтобы одинаково все равно не получится. Кто-то мастера, вот, которые хомусы делают, тоже, ну, человек все равно одинаково не будет, они различают, что это. Кто-то любит такую тонкую, кто-то длинный звук, так что кому как приятно делает. Какую любят, такую и делают. Вот сейчас до тонкости вот я еще сделаю. И первоначальный, первая настройка называется. Первую настройку возьмем, как оно будет звенеть. Один хомус, вот я 4 настройки делаю до конечности. В самом конце тоже настройку все равно делаю. Сначала до конца, короче, 4 настройки проходит у меня хомус. Вот корпус внутри все вот полированное. И круг, это круг тоже, вот внутренняя часть все полировано. Я больше его трогать не буду. А с этой стороны уже вот начинаю его крепить. И крепить надо, никакой сварки не надо, надо только молотком работать. Вот наружная часть все не до конца источена, потому что сколько раз буду я молотком его стучать, еще неизвестно. Это называется настройка уже. Надо, чтобы ближе к корпусу должен подойти. Язычку. Вот хомус вот так вечером настраиваю, а потом утром на свежий глаз тоже посмотреть надо, потому что вечером глаза стоят, такие тонкости не смотрю, утром нужно подправлять его. Ну что, попробуем, да? Вот хомус делать, когда хорошие мастера, хомусисты приходят и просят, чтобы хомус делать. Когда хорошие мастера приходят, кузнецу тоже хорошо, что их капризы делать трудно, но многому от них тоже учишься. Так что с ними вместе работать тоже очень кузнецу, мастеру очень надо. Если не умеешь играть, как будешь хомус делать? Ну все, для первой настройки пойдет.
корпус до конца довести, это же еще обратно выпрямить надо. Ну, короче, сейчас работы много. Еще. А потом вот вес корпуса, когда легкий, тоже звук меняется. И вот язычок дает такой упругий. Когда вес корпуса слишком маленький, тогда она уже вибрирует. Так что надо тонко делать его. Вот эти инструменты для хомута в основном вот главное молоток, а потом надпили разные надо. И точило очень должен быть, чтобы без биения точное, чтобы она хорошо крутилась. И шкурки разные, очень много разных шкурок. Вот конечные шкурки мы держим вот на тысячные. До этого 360, 500, потом 1000, а до этого вообще 25-е на грубую держать и на тащилу держать. Тащилу тоже камень должен быть хороший, очень. Так что много чего надо. Вот наконец-то закончили, еще доводить будем. Хотим, чтобы она мягкая была, чтобы полировку следы от молотка, чтобы не остались. Сейчас очень много хомусистов, очень хорошо играет, так что хомус делать тоже стало трудновато. Каждый хочет под себя хомус делать.